Галимов Равкат Габдрахманович родился в Казахстане, в Алматинском районе, в небольшом городе Джаркент. В 1946 году, то есть он участвовал и в Великой Отечественной войне, и в войне с Японией. В 1946 году он закончил среднее образование школьное, поступил в строительно-инженерный институт, в 1951 году его закончил и начал трудовую свою деятельность в Сибири, в Томске, как строитель-инженер. Затем профессиональная судьба его, конечно, бросала на различные стройки нашей страны, и вот он работал и в Бугульме, и в Воронеже, и в Рязани. Но сегодня для нас очень важный повод еще и такой, что именно Равкат Габдрахманович, можно сказать, начал возрождать общественное татарское движение в Москве в послевоенные годы. В конце 80-х годов, в 1987 году, он организовал, когда вышел закон, да, об общественных организациях, он сразу же организовал Московское общество почитателей татарской культуры Туган-Тель. И я знаю, что сегодня есть люди, которые могут рассказать и об этом обществе, и о том, как это было. Общество было создано при Советском фонде культуры. И с 1989 года он являлся одним из организаторов Московского добровольного общества татарской культуры Туган-Тель, которое действовало, можно сказать, на государственном уровне. Его председателем был академик Валиев Камиль Ахметович, а председателем правления общества стал Галимов Равкат Габдрахманович. И именно благодаря вот таким людям, как Равкат Габдрахманович, общественное движение набирало обороты. И мы, штаб татар, конечно же, являемся одним из наследников вот тех первых людей, можно сказать, вот, возродивших татарское общественное движение здесь, в Москве. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli kardeşler, hürmetli abiler, hürmetli apalar, ushbu yig'ilishlarimiz foydali, muborak yig'ilishlar bo'lishiga nasib eylesin. Abdurahmon o'g'li Rifkat deb yozilgan Rafkat abi turuna hamda endi mana u da qachondir shulay butun dunyodagi bo'lgan kishi bilan kishining quvvatini berib, din için, til için şuşalay tırışlık koygan, bugünkü günde hatlı onun ismi donlığı kaldı. Mana şuşunda biz oturabız, bir vakitte de nesini mesaj etesim kile, bir vakitte de şuşalay bizni bir iska düşürürler. İska düşürgen vakitte de yakışı matur sözleri bilen teşrige bulsun. Falan kişini bileydik, falan kişi şuşundaydı, yakışıydı. Matur muamelede biz onunla yaşadık, matur sözlerini işittik deyip her vakit bizler turunda da şuşunday matur sözlerini işittirge hem kaldırga bizlerden Allah Teala nasip eylesin. Şehirlerden kim Tatar yuşmalar bilen kiş koygan, biz indi tırışabız başında alarına iska çürege, nerse alar şilegenler, biz nerse bizden lile etkençe biz o işe одни из продолжителей инде, да, менә үзбез шулайбыз инде, да, дәвамчылар одни из. Вот шулар инде менә нәрсәдер безнең тырышып эшләйбез инде менә күбегез безне белә, значит, да. Но без эшләгән менә бу татар теле соклау буенча менә быел безнең бик зур инде менә кеше теге перепись кеше чуклау, да. У бик зур эш иде, ул һәрберегезне сезнең, значит, һәрберегезне барыбер шунда инде алар эш кирәк алып барырга, күршеләр белән, туганнар белән, значит, дуслар белән, дуслары белән сөйләшсен дә, потому что менә без татар теле Мәскәүдә кемгә кирәк ул да бүген. Менә кемгә кирәк татар теле бүген Мәскәүдә сакларга, только безгә бит инде, менә бездән тора ул. Менә без үзара татарча сөйләшергә инде монда урак та кешеләр бар, мин сезгә теге акыл тора алмыйм да. Ну күбрәк менә яшьләргә игътибар биреп инде менә татарча сөйләшеп, татар телене саклап, татар менә культураны, ашау, ниләрне инде менә ничек гадәтләрне, борынгы гадәтләрне шулай итеп инде менә без шунда эш алып барабыз инде татар телен сакларга, и менә шутлау вакытында инде татар шутлау безнең кимемәсен татарлар ди, только күбәйсен генә инде без уйлыйбыз да. И без хәзер китап чыгарабыз инде менә. Иң кем татар телен менә саклаган, кем татар телендә яхшы инде белә менә бу проблеманы да, татар милләт турында, татар тел турында, татарның киләсе
нәрсә була 50 елдан, 100 елдан, 1000 елдан, менә шуны инде менә без теләйбез инде шундый китап ясарга. Менә тоже китап аны без чыгарырбыз, барыбызны да чакырырбыз, сезгә тапшырырбыз аны. Вот, ул шундый бик кызык, бик мәгънәле, бик иштәлекле, шундый бик зур нәрсә булачак инде без уйлаганча инде нәрсә. Вечер памяти Равката Габдрахмановича, Равкат Габдрахмановна Галимова. Я с 91 года практически до последних его дней, 11 апреля 2011 года, вместе с ним мы работали именно вот общество Тугантель. Действительно, он один из первых создавал сначала общество почитателей татарской культуры при Советском фонде культуры в советское время, потом фактически организовал в 1989 году регистрацию, государственную регистрацию, тогда этого еще ничего не было, это было советское время. Где-то с начала нулевых мы уже для себя решили, раз мы называемся Тугантель, нам нужно именно содействовать сохранению и, можно сказать, возрождению татарского языка. Для этого мы вышли с инициативы Департамента образования Москвы, провели мониторинг. Ну, тоже это были какие-то средства, мы привели каких-то спонсоров, собрали, это были не очень большие деньги. Мониторинговая служба Департамента образования провела мониторинг по всей Москве, это где-то в 2001 году. И был такой, значит, сделан вывод, что необходимо в каждом административном округе Москвы по одной татарской школе с татарским этнокультурным компонентом, там раньше такой был формат, и такое же воспитательное учреждение, как детский сад, тоже с татарским этнокультурным компонентом. Потом мы обошли все 10 административных округов, тогда 10 было округов. Обошли все эти самые, вроде бы нам все это да-да-да, но, как говорится, никакого движения не было. Мы стали обращаться к людям, писать всякие рассылки, письма. Ну, к сожалению, у нас народ очень инертный и очень мало было подано заявлений, чтобы дети учились в школах. Мы пытались привлечь Совет автономии региональный, но, к сожалению, тоже там особого у нас отголоска не было. Я после, значит, его смерти уже с его сыном мы издали книгу, материалы, которые многие из вас, наверное, получили, но у нас тираж был не очень большой, 1000 экземпляров. В общем-то, достаточно, я считаю, был такой знаменательный человек, сохранился в нашей памяти. Я надеюсь, мы тоже вот регулярно будем его вспоминать. И, в общем-то, постараемся издать вот второе издание. Сейчас вот материалы нашей встречи, может быть, дополним, еще что-то. У меня такие мысли есть.